Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о крупной аварии на улице Чистопольская. А он вышел, что начал говорить вообще? Его ослепили. Почему иномарка оказалась на встречной полосе? Закупали в Москве, продавали оптом в Татарстане. Сколько общий вес? Килограмм 250. Двум сожителям грозит пожизненное заключение за сбыт наркотиков в особо крупном размере. А также смертельный удар. Здравствуйте. У меня к вам есть пару вопросов. Следователи выясняют подробности убийства 33-летнего мужчины. Это и не только. Прямо сейчас. 2 человека пострадали в страшной аварии на улице Чистопольская. Там столкнулись 3 автомобиля «Лада» 10-й модели, «Део Нексия» и «Инфинити». По рассказам участников ДТП, водитель последний выехал на встречную полосу, где сначала протаранил узбекскую иномарку, затем и «Ладу». Как и почему иномарка оказалась на встречной полосе, пыталась узнать Алия Хайруддинова. А что произошло? На встречной полосе был прямо В присутствии видеокамеры они скрывали свои лица, на вопросы журналистов не отвечали. Речь о предполагаемом виновнике аварии и его группе поддержки. По словам остальных участников столкновения, именно 33-летний водитель автомобиля «Инфинити» на улице Чистопольской выехал на встречную полосу. Он летел, Нексию ударил. Он Нексию завернул, и он летел. Иномарка сначала на высокой скорости протаранила автомобиль Део Нексия, после чего «Инфинити» развернула и отбросила на «Ладу» 10-й модели. Затем иномарка отлетела к самому краю проезжей части. Почему так все произошло, окружающим объяснил весьма внятно. А он вышел, что начал говорить вообще? Его ослепили. Однако остальные водители ему не поверили. Говорят, у них сложилось ощущение, будто бы мужчина находился под воздействием каких-то веществ, возможно, запрещенных. Так ли это было на самом деле, предстояло узнать следственной оперативной группе, которая через несколько десятков минут подъехала на место происшествия. Полицейские тщательно досмотрели автомобиль. Результаты пока неизвестны. Пострадавших, водителя Део и пассажирку отечественной машины госпитализировали в больницу. Ну, у него голова болит, вот он только так сказал. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, ушиб шейного отдела позвоночника и левой голени. А 49-летняя пассажирка «Лады» получила ушиб мягких тканей головы. Алия Хайруддинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Несколькими часами позже на той же улице Чистопольская водитель автомобиля БМВ, выезжая на участок с круговым движением, не справился с автомобилем, вылетел за пределы проезжей части и снес дорожный знак. При этом у иномарки оторвалось колесо. Передняя часть автомобиля практически полностью была смята. 29-летнего мужчину сбили минувшим вечером на Сибирском тракте. Инцидент попал в поле зрения видеорегистратора. Как видно на кадрах, 3 мужчин выбежали на проезжую часть. Самого первого сбил автомобиль «Лада» 14-й модели, водитель которого не успел среагировать на внезапное появление пешехода. На место аварии были вызваны сотрудники госавтоинспекции и медики. Последние госпитализировали пострадавшего. Он получил ушиб мягких тканей в области правого и левого предплечья. Больше 1 килограмма наркотиков изъяли полицейские у 32-летней женщины и ее 27-летнего сожителя. Оперативники установили, что жители поселка Новая Тура могут иметь отношение к оптовой продаже синтетического зелья. Проверка подозрения подтвердила. Где брали наркотики, как распространяли, что с этого имели и чем теперь может обернуться этот бизнес. Ответы на все вопросы узнала Нафиса Минязова. 615 тысяч рублей. Это изъято у них в ходе обыска по месту жительства. Еще 16 тысяч рублей оперативники нашли в машине. Полицейские уверены, все это доход от продажи наркотиков. Вместе с деньгами изъяты банковские карты, телефоны, рабочий инструмент для организации бесконтактной продажи зелья, ноутбук с местами закладок. Все это для фасовки наркотиков. И, собственно, само синтетическое зелье, которое не успели продать. Сколько общий вес? Килограмм 250, 90. Полицейские установили, что товар молодые люди приобретали в Москве, привозили в Татарстан и здесь продавали. Как выяснилось, молодые люди приобретали товар бесконтактным способом в городе Москве. Далее расфасовывали синтетику и сбывали ее оптовыми партиями бесконтактным способом на территории города Казани и Зеленодольского района. В отношении сожителей возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Нафиса Минязова, вызов 112.
2 человека погибли из-за удара током в Чистополе. Несчастный случай произошел в одной из квартир дома по улице Академика Королева. По предварительной версии, хозяин квартиры, находясь в ванной, взялся рукой за металлический полотенцесушитель, который находился под напряжением, и получил удар током. Падая, он вырвал полотенцесушитель, из-за чего на пол полилась горячая вода. На крики прибежала подруга жены, гостившая у супружеской пары. Женщина коснулась воды и также получила удар электричеством. Оба пострадавших погибли на месте. Осмотрев квартиру, следователи выяснили, что в ней проводился ремонт и имелись оголенные провода. Сейчас тела направлены на экспертизу. В результате проверки будет принято процессуальное решение. Бросились в погоню за птицей, рискуя жизнью и здоровьем. В Татарстане зарегистрирован первый случай гибели при провале под лед в этом сезоне. 2 человека ушли под воду сегодня рано утром на Волге в Новом Аракчино. По предварительной версии, 2 мужчин, пытаясь поймать утку, вышли на неокрепший лед и провалились. В итоге один из них утонул, а второму удалось выбраться на берег. Тело погибшего спасатели извлекли при помощи судна на воздушной подушке. Толщина льда в районе места происшествия не превышает 3 сантиметров. В случае провала необходимо быстро освободиться от стесняющей движения одежды, лечь на живот, широко раскинув руки, и попытаться выползти из опасной зоны. И двигаться нужно только в ту сторону, откуда вы пришли. И напомню, согласно правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Татарстан, выходить на лед толщиной менее 7 сантиметров запрещено. Тело 33-летнего молодого человека с ножевым ранением в спину обнаружено в его же собственной квартире в Нижнекамске. Погибшим мужчину нашла его супруга. Она и вызвала полицию. Айрат Назипов узнавал подробности. Здравствуйте. Участковый Габидуллин Рустам Радикович. У меня к вам есть пару вопросов. Вопросов к соседям много. Обходили квартиры в доме сразу несколько участковых. Ищут тех, кто мог видеть или слышать то, что может помочь следствию. Как его характеризуете? Нормальный молодой человек, здоровался. Пьяного его ни разу не видела. Хорошо, да, его характеризуете? Да. О погибшем молодом человеке соседи знают мало, плохого не говорят. По их словам, вместе с женой и дочерью он заселился в этот дом полгода назад. Они еще мало живут, мы почти не знакомы. А вы в это время дома были? Да, я дома был. А это когда был? Целый день был. Я не знаю, целый день был я дома сейчас. Я вот не слыхал, не видел вот даже. Никакой шума даже не было. Что произошло за стенами этой квартиры в тот роковой вечер, сейчас выясняют следователи. Известно, что мужчине нанесли 1 удар ножом в спину. В дежурную часть позвонила жена убитого. От комментариев она отказалась. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают личность подозреваемого и обстоятельства, при которых погиб молодой человек. Айрат Назипов, Лилия Егорова, вызов 112. Они раскрывают тысячи преступлений, предотвращают нарушения закона. Их работа важна, но не всегда заметна. Свое 95-летие завтра отметит служба участковых уполномоченных полиции России. В Казани участковых уполномоченных больше 300 человек. Их называют хранителями общественного порядка. Своего участкового должен знать каждый и обращаться к ним за помощью в первую очередь. Вероника Гайнуддинова узнала, как проходят трудовые будни полицейских в преддверии грядущего праздника. Ребят, сейчас я вам расскажу инструкцию, и после этого раздам вам листовки. Будем осуществлять поквартирный обход. Обход квартир – одна из основных задач участкового. Вместе с участниками добровольно-народной дружины полицейские навещают в данном случае пенсионеров и рассказывают о мошенничестве. Это мы проходили. Вы знаете, в курсе уже, да? При этом спрашивают о проблемах. Задачи участкового входит предотвращать возможные преступления. Без информации от жителей тут никак. Узнать есть что и у кого. В Казани в среднем на одного участкового приходится 5000 человек. И знаком участковый в идеале должен быть с каждым. Ильнар Салахов к этому стремится. Работайте, работайте, мы вас все любим. Но бывает, что видеть человека в форме рады не все. За свою 23-летнюю карьеру в правоохранительных органах Ильнар Салахов задержал немало нарушителей. Один из таких случаев был связан с разбойным нападением, когда к нему обратилась девушка. Под угрозой ножа потребовал от меня золотые изделия, забрал изделия, после чего скрылся. И по горячим следам в эту же ночь он был задержан. К различным трудностям участковый Салахов уже привык. Говорит, что пошел в ряды полицейских во многом благодаря родным, которые также отдали годы жизни службе. Так сказать, семейная династия. Вероятнее всего, грядущий праздник он встретит на работе, как и многие его коллеги. Впрочем, без внимания полицейского все же не оставят. Его на участке любят, про праздник помнят и поздравляют ежегодно. Хочу поздравить своих коллег с праздником,
пожелать им счастья, здоровья, а также любви и всех благ в нашей, как говорится, нелегкой работе. Хочу пожелать удачи. Вероника Ганудинова, Айрат Назипов, Ильнар Хатыпов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.